еще видел одного подосиновика. Я даже и не проверял. Вроде плохой какой-то, высохший. А, вот еще один, смотрите, это спонтанно тоже. Да, вот еще один. Не понял. Что-то шел. Болтаю, смотрите, чистый. Беру. Всем привет из Комы. Привет от Олега. Сегодня будет небольшой поход в тайгу. Хочу пособирать чернику. Ну, на пару часов схожу. Часа 2-3 так побродим. 21, получается уже 21 августа сегодня. День пасмурный. Обещают дожди. Смотрите, какие тучи. Ну, давайте сходим. Пособираем чернику. Приятного вам просмотра, ребят. Взял ведро, комбайн и еще. А что я еще? Антихомарин взял и все. Больше ничего. Хотел еще пакет взять, чтобы пособирать грибы. Ну, вряд ли есть, конечно, но надо было, конечно, еще взять пакет. Примерно, наверное, я здесь уже полмесяца не ходил. И смотрите, как все это изменилось. Листва желтеет, очень сильно уже падает. Возможно, это все происходит от жары, от недостатка влаги. Дождей давно уже не было. Ну и в принципе, другого варианта нет, потому что обычно листва выпадает после заморозков. Но заморозков у нас еще не было. Смотрите, вон там сколько листьев. Вот. Ну вот, считай, осень уже на носу, не за горами. Насчет брусники тоже вот вопрос был. Вот, пожалуйста, брусника уже становится красным. Еще дней 10. Ну, для брусника нужно, чтобы были заморозки. Будут заморозки, они быстро созревают, потом заморозки. Вон они, сколько. Просто очень много их. Что я вижу, везде брусника. Вот дрововалежник. Вот дрововалежник. Смолисто, правда, но вон там еще бревна, вон там кругом бревна.
Начинается дождь, ребят. Погода портится. Наконец-то я такой небольшой островок нашел, где есть черника. Много ходил, искал. Тут пособираю. Ну, вот так потихоньку набирается. Второй комбайн уже. Закрыть. Вот ради этого я пленку взял, чтобы дождь не попадал. Грязь, пыль. Сегодня дожди обещают. В данный момент вот такие грибы пока встречаются. Это мухоморы вроде как. Красненькие. Ну, я еще видел одного подосиновика. Я даже и не проверял. Вроде плохой какой-то. Высохший. А, вот еще один, смотрите, это спонтанно тоже. Да, вот еще один. Не понял. Что-то шел. Болтаю, смотрите, чистый. Беру. И вот еще один. Ранний выход, вроде шапка уже тоже не очень. Ну, смотрите, дома буду проверять, чистить. У меня ножа, ни пакета, ничего с собой нету сегодня. Ладно, 2 штуки уже есть. Но еще одного я видел, я не проверял. Где-то вон там, наверное, подальше. Я уже весь Яголь обошел. Черник, ребят, вообще минимум. Тут все тщательно собирали. Вот небольшой островок. Один комбайн там собрал и все. А раньше, когда я грибы здесь собирал, было черника очень много. Но люди не спят. Вот еще один. Ты смотри. Почему так все это происходит? Я вообще грибов не ищу, а они попадают. Даже на ножку возьму. Хрен с ним. Дома проверю. Вроде чистый. Ну, но ножки беру. Еще раз всем объясняю. Ножки беру, потому что грибов мало. И для наваристости. А так, когда много грибов у нас, я вообще внимания на ножки эти не обращаю. Они нам не нравится кушать. Есть. Под зубами они какие-то твердые. А сама шляпка, она мягкая. Хорошо идет вообще. Если будет выбор, я лучше, конечно, буду только шляпки брать. 3 гриба. Еще 3 и можно уже сварить супчик. Идем дальше. Вот такие вот полянки встречаются. И ни черники, ни брусники нет. А местами брусники я тоже встречал здесь очень много. Надо было там тоже этот гриб проверить первый. Я не думал, что хорошие они здесь могут быть. Потому что было жарко сейчас. Ладно, так поброжу. И, наверное, еще подальше придется идти. Здесь, ну, нету, вон, смотрите, брусника. А здесь брусника уже, вот эти кусты. Вон они, уже созрели. Вот, красные, черно-красные такие, вот, темно-красные-то есть. Темно-красные, вон они. Угу. Чуть-чуть кислые. Кисловатые еще. Ну, для брусника ждем заморозков. Да, тоже тут можно, в принципе, пособирать. Для себя. Не для сдачи в больших объемах, а чисто для себя. Для себя это 5 литров набрал. Можно брусничные шанги испечь. Шанишки на тесто вы ложите вот эти брусничное варенье. Очень вкусно. Прям воспоминания детства. Дедушка с бабушкой. Я вырос у них. И, знаете, вот, ну, блин, по выходным. В воскресенье это святое. Осенью это постоянно шанишки с брусникой и с картошкой. Просто вот, ну... Сейчас таких бабушек просто не осталось уже. Сейчас современные бабушки совсем другие, ребят. Наверное, многие согласятся. Современные бабушки что-нибудь быстренько сварят, может, в мультиварке. Или в хлебопечи. Шанишку испекут. Но да, есть что вспомнить нам. Настоящее.
И мы можем сравнить настоящее и современное. Вот все, что сейчас происходит у нас в жизни. Ну вот тоже черничное поле тут. Видно, такая мелочь осталась. Здесь все собирали уже. Ладно, давайте я, наверное, все-таки... Вот, старые грибы. Столетние. Все-таки, наверное, схожу по дороге выше. Пока дождь прекратился. И хоть пару литров еще надо набрать. У меня есть еще пару часов. Ну тут тоже вот кустики попадают, где вот более-менее крупные. И бывает промахиваешься комбайном. Вот это хороший кустик. Уже листва, смотрите, на черника уже выпадает. Ну все, черничный сезон скоро закончится. Брусничный начинается, черничный заканчивается. Иду вдаль дороги, ну метров 100, наверное, прошел. Вот такие поляна черничная, просто отличная черничная поляна. Но видно тут, у меня, ребят, все уже собрали. Есть черника, но вот ты вот издалека видишь, как будто черники много. Начинаешь собирать, а там 1-2 штуки. Видно, что уже это остатки после сбора. Некоторые от кустика остались. Вот так вот, например. Вот здесь вот. Вижу, как будто вот ты увидел чернику, вот здесь много. А так в сторону посмотришь, уже все. Там несколько штук, там несколько штук. Видно, что их очень мало. Что уже здесь собирали. Да и погода вроде так, наверное, слышно. Спокойный, моросящий грибной дождь пошел. Без ветра, без ничего. Комары не беспокоят, хорошо. И знаете, вот обувь у меня весь сырой уже. Такая вот, как будто роса получилась. Сырость. Но в то же время ты потихоньку, минута за минутой становишься мокрым, сырым. Это 4-й комбайн. Я не знаю. Хотел еще дальше идти. Вот здесь еще пройдусь вдоль дороги. И обратно по другой дороге буду возвращаться. Наверное, по основной дороге, куда я собирался, туда уже не пойду. Не хочу. Немножко пособирал. Где-то у меня получилось, наверное, 2,5 литра. Не больше. Да и хватит с молоком покушать. Основное, на первую избу съезжу, может там еще пособираю. Если удастся съездить. Так что все впереди еще. Вот, а сейчас пока потихоньку тоже здесь поковыряюсь. Что наберу, все наше. А грибов больше я не увидел. Грибов нету. Ну все, ребят, 4-й комбайн. Вот столько получилось у нас. Все, больше собирать не стану. Пошел дождь, все сырое, ягоды сырые. И сам лес становится сырым. Быстро станешь сам мокрым, блин. Так что хватит на сегодня. У человека такая программа стоит, как бы человек никогда не может остановиться вовремя. В большинстве случаев. Чем больше, еще намного больше хочется.
пол ведра собрал. Нет, надо полное ведро. Полное ведро наберешь. Блин, еще одно ведро надо. Ну, такие мы люди. А мне достаточно, вот. Там еще 3 гриба я нашел. Другой раз еще. Хочется, знаете, вот эту чернику не варить, а вот именно высушить. Сушеная черника очень вкусна. И знаете, вот грибы старые. И она полезна в лечебных целях. От диареи. Живот заболит у вас, понос. Это сушеная черника очень сильно помогает. Просто вот, может даже лекарство не помочь, но вот сушеная черника помогает. В старину так лечились и до сих пор еще так лечатся. В селе каждый, наверное, ну, знаете, 50% сельское население, там, кто в деревнях, в селах живет, они чернику сушат. Ну и раньше тоже сушили, но сейчас как-то не помню уже, когда это было последний раз. А надо бы, конечно, чтобы запас сушеной черники было хотя бы так вот литр. А знаете, сушеная черника литр, это надо собрать вам 2 ведра черники. Из этих 2 ведер у вас получится литр. Ну так, могу ошибаться, но примерно. Они с размером очень маленькие становятся. Когда сушишь. Еще полезная штука. Не знаю, там объектив у меня сырой, наверное, уже. Немножко объектив сырой. Ну и очки тоже. Знаете, еще раньше много мы сушили черемухи. Черемуха тоже полезная. Тоже от диареи помогает. Ну и национальное блюдо из черемухи мы готовим. Как, знаете, вот как это похоже на густой кисель, как манная каша. Чем-то похоже на манную кашу. Вот. Но она очень вкусная. Полезная, вкусная. Процесс готовки очень тяжелый тоже. Это, знаете, во-первых, сперва собираешь черемуху, чистишь, потом эту черемуху сушишь, прям мощно так высушишь, и эту черемуху потом, ну, знаете, вот такая приспособа есть у нас в селах, и в нашем селе у соседей даже есть такое вот, как бы стоячее корыто такое вот, как дупло. На дне такая железка прибитая. И большой палкой железной тоже в конце железная палка. В конце палкой железо тоже прибито. И этим долбят. Долбят до такой степени долбят, что просто из этого черемухи получается мука. Настоящая мука. Потом через ну вот муку вот просаживают, или как, блин, позже, короче, называем. Ну, вот этот, в общем, отделяют крупные зерна от мелкой, ну, самые мелкие, ну, как, ну, настоящая мука. Так и есть, мука из черемухи. Вот, потом уже идет процесс готовки. Это, знаете, не все умеют, не у всех получается. Многие тоже пытаются, но, знаете, есть мастера готовки, которые именно вот готовят, и у них очень вкусно получается. У некоторых так, не то. Вот, и сейчас, одним словом, так готовят. Это блюдо называется ляз. Кто пробовал уже, кто настоящий ляз пробовал. Ну, знаете, вот на ярмарках бывает продают, но это тоже уже разница большая. На ярмарках это ради денег, ради как бы для торговли, там тяп-ляп делают. Но таких
бабушек уже старых, которые вот настоящий ляд сделали, уже их нету. Также из черники тоже делают, тоже вкусно получается. Вот. Ну что, я иду болтаю обратно уже домой. И дождик перестал. Так, моросит слышно еще. Да. Но обещают сегодня где-то в середине дня там и целые сутки дождь будет идти. Вот такая прогулка, ребят. По бору. Сейчас будут дожди, будут грибы. Так что по возможности буду выходить в тайгу, для вас буду снимать. Так что продолжение следует. А сейчас я пойду домой. Тут больше снимать-то и нечего. Можно там еще потихоньку идти собирать. Сейчас я проверю. Если есть черника, сейчас перестал что-то дождь. Если будет такая полянка черники, я еще буду собирать. Так вот со стороны вот видно, как будто есть она. Ну, вот начнешь вот, и они тоже вот мелкие они. Совсем мелкие. Мелкий сорт. Не, надо на первую избу съездить. Там шансов больше. Я не мазался сегодня, комаров вообще нету. 2 штуки за пару часов подлетало и не кусали даже. Машкары вообще тоже нету. Ну, благодать сейчас тайги, просто благодать. Ни одного человека я не увидел. Грибов нет, людей нету. Вообще кайфую, хожу один. Случайность, ребят, чисто случайность. На глаза попал этот белый гриб. Вон он. Красивый, хороший. Пока один по сторонам посмотрел, я не увидел. О, проверим. Ого. Что-то и ноги сломал. Между прочим, хороший. Там дырочки есть, но червей нету. Одним словом, буду брать. Это уже 4-й гриб. Ножки там непонятно. Ножки непонятно. Вот ножа нету. Дома проверю, хрен с ним возьму. Потому что надо мне на супчик набрать. 4-й гриб. Вообще отлично. Вот так вот. Нет-нет, да и подосиновики нашел. И еще белый один. Боровик. Ну вот, я из Яголя уже вышел. Там солнце немножко выглянуло. И смотрите, какой вид сейчас. Золотая осень уже. В начале сентября все изменится. Все пожелтеет, очень красиво станет. Люблю я эту пору. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Это моя любимая пора такая вот. Декабрь, январь тоже. Как бы дни короткие. Не очень нравится. Ну, с февраля уже тоже световой день больше станет. И как-то интереснее становится к весне. У каждого свой любимый период года. Там кто-то лето любит, кто-то осень, кто-то зиму. У меня осень, весна вот самая любимая. Моряки, как всегда, ветрено. Волны поднялись даже. Николай еще в лесу. Он примерно до обеда, наверное, будет бродить. Ну, вот такие дела. Река, конечно, совсем высохла. Да, еще я хочу показать, пока я шел, вон один гриб еще нашел. Вот. Как бы он хороший даже. Под губкой следы червей были, а сам гриб хороший.
И давайте, ребят, буду заканчивать. Вот такой был поход за черникой. Собрал чернику и на супчик даже грибы нашел. Ждите новые фильмы. Спасибо всем за лайки и подписку. До новых встреч. Пока-пока.